Каков срок получения бесплатных лекарств? Почему государственные порталы работают не в полную мощь? И как инвалидам водить автомобиль? Эти и многие другие вопросы жители Эжвинского района столицы Коми адресовали депутату Госдумы России Ольге Севастьяновой. На личной встрече с парламентарием ответы нашлись быстро. Подробнее Дарья Филитова. 50% скидку на капремонт могут получить инвалиды первой и второй групп, а также родители, воспитывающие ребенка-инвалида. Они же могут претендовать и на фиксированную доплату к страховой пенсии. С этими и другими законами сегодня познакомила Ольга Севастьянова представителей Эжвинского общества инвалидов. А они, в свою очередь, поделились своими проблемами. Одна из глобальных – бумажная волокита. В рамках работы Думы мы очень большое внимание уделяли именно этой категории. Уделяли внимание не только в рамках специальных законов, но и в рамках тех, которые принимаются. Мы всегда старались осматривать, как это сложится конкретно на категории этих особых людей. Ну и как мы на сегодняшний день видим, что на самом деле, к примеру, вот есть сегодня вопрос о том, чтобы для именно этой категории практически оформление всех документов шло в беззаявительном формате, да? Тем не менее, сталкиваемся с тем, что все-таки где-то какие-то проблемы в этой части существуют. Чтобы человек с инвалидностью мог управлять автомобилем, надо потратить много нервов и средств. Только оформление документов на переоборудование машины будет стоить в среднем 18 тысяч рублей. И поставить ручное управление еще полбеды. Нет лаборатории, которая дает разрешение на это переоборудование, а потом дает заключение на то, что сделано все правильно. То есть люди едут либо в Киров, потому что там дешевле, они туда должны съездить 2 раза. Тема с автомобилями вызвала большую дискуссию. Ее взяла на карандаш Ольга Севастьянова. Еще одна из значимых проблем для людей с инвалидностью – лекарственное обеспечение. Зачастую на небольшие пенсии инвалиды должны месяц питаться, оплачивать коммунальные услуги и покупать лекарства, которые, между прочим, положены им бесплатно. 2 месяца прошло, еще не пришли те лекарства, которые я стою на очереди. Мне опять не выписывают, мне приходится покупать, потому что у меня это жизненно необходимое лекарство надо. Ждать никто не будет, да. И тут пришли. Я выписывать, я прихожу, и вы только что получили следующий месяц. Нет. А я говорю, а кто же мне возместит то, что я покупала 3 месяца уже на свой счет? Я говорю, не дешевые лекарства, некоторые у меня очень дорогие. Вы действительно посмотрите конкретно, да, вот в этой ситуации. Если там что-то понятно по суду, но зачем людей гонять по судам? Да? Поэтому посмотрите, если там все-таки есть нечто, что на сегодняшний день на уровне нашего Минздрава не срабатывает, тогда вот прям, Владимир Сергеевич, давайте мы встретимся, отдельно переговорим и посмотрим, что он дополнит, потому что таких вещей, конечно, быть просто не должно. Ольга Севастьянова отметила, что с 1 января 2022 года начнет работать специальная база данных, в которой будет перечень льготников, список заболеваний, необходимые лекарства. С помощью такой базы будет налажен обмен медикаментами между регионами. Дарья Филитова, Дарья Вологжанина, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.